Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Много. Весь Коран – это прямой путь. Весь Коран – это наставление для нас. И мы же берем некоторые из этих правил, которые я прошу Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы они были полезны для нас. И у нас сегодня третье правило. На прошлом же уроке мы с вами говорили о правиле, которое говорит, что, возможно, вы что-то любите, но в этом есть зло для вас, и, возможно, вы что-то вам не нравится, что-то вы порицаете или чего-то вы не хотите, но есть в этом благо для вас. Сегодня уже у нас правило, и это очень важное правило, это основное правило, которое должен использовать человек в своей жизни. Это основное правило поведения человека. И это правило указывает на величие нашей религии. На величие нашей религии, то, что наша религия, религия Аллаха Субханаху ва Тааля, объемлет то есть она объемлет все аспекты нашей жизни и затрагивает все аспекты нашей жизни. И это правило Аллах Субханаху ва Тааля говорит в суре Бакара, суре Корова, 237 аяте, 237 аят, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Валя тансаул фадля бейнакум». «Валя тансаул фадля бейнакум». И не забывайте о снисходительности, и не забывайте о милосердии, и не забывайте о предпочтении по отношению друг к другу. Аллах Субханаху ва Тааля в суре Бакара говорит нам: и не забывайте о снисходительности. Или можно это перевести это слово «фадль» как о превосходстве по отношению друг к другу. Не забывайте о снисходительности по отношению друг к другу. И этот аят, где он приходит? И это часть аята, и оно приходит в аяте, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ. Если же вы разведетесь с ними до того, как вы коснулись их, وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. Если же вы разведетесь с ними до того, как коснулись их, но после того, как установили обязательное вознаграждение, имеется в виду махр, то отдайте им половину установленного вознаграждения, отдайте им половину махра, если только они не простят или не простит тот, в чьих руках брачное соглашение. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности. И дальше Аллах Тааля говорит: «Валя тансауль фадля бейнакум». Не забывайте о снисходительности по отношению друг к другу. «Инна Аллаха бима та'малуна басир». Воистину Аллах видит то, что вы совершаете. И вот этот отрывок аята: не забывайте о снисходительности по отношению друг к другу. Не забывайте о милосердии по отношению друг к другу. Это приходит в аяте развода, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит о разводе. То есть даже в это время, когда ты разводишься с женой, делай это красиво, делай это правильно. И Аллах Субханаху ва Тааля: не забывайте о снисходительности по отношению друг к другу, говорит. И понятие фадль, которое приходит в этом аяте, превосходство, да, когда ты даешь человеку превосходство над собой. Снисходительность, милость, можно перевести это слово, это понятие намного шире. То есть
Аллах Субханаху ва Тааля, то есть, чтобы вы поняли, Аллах Субханаху ва Тааля говорит, если вы разведетесь с ними до того, как коснулись их, то есть до того, как вы остались наедине с ними. Человек разводится, но уже был махр определен. Махр был определен. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, отдайте им половину назначенного махра, так как вы не коснулись их, вы не остались наедине, отдайте им половину махра. И Аллах Тааля продолжает говорить, если только они не простят. То есть, если женщина не простит и не скажет, не отдавай ничего. Или же не простит тот, в чьих руках брачное соглашение, то есть мужчина не скажет, возьми полностью всю сумму, которую мы договаривались, весь махр возьми, не надо мне половину оставлять. И Аллах Тааля повторяет и еще раз говорит, если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности. То есть, если мужчина простит свою половину и скажет женщине, которую разводят, пусть весь махр у тебя останется, или же женщина скажет, нет, мне не нужно, забери весь махр, отдаю тебе, забирай, то это будет ближе к богобоязненности, Аллах Тааля говорит. То есть прощение. «Валя тансауль фадля байнакум» и не забывайте о снисходительности по отношению друг к другу. Не забывайте о тех днях, о тех хороших случаях, о тех хороших днях, которые вы провели с этим человеком, о тех хороших моментах, которые были связаны с этим человеком. И это упоминается в разводе, потому что во время развода человек, он иногда даже когда приходят женщина или мужчина разводиться, они что делают? Они еще как бы приукрашивают вот эту ситуацию, еще хуже делают, чтобы расстаться с этим человеком. То есть, вот, например, пришел человек, хочет развестись, говорит, разведите меня. Или пришли они к кадию, они хотят развестись, и они, чтобы развели их, чтобы развестись, они начинают приукрашивать ситуацию. То есть, вот какая-то ситуация есть, плохая, возможно, да, но они ее еще глубже делают, чтобы рассказывают более остро, чтобы лишь бы избавиться от этого человека. Но Аллах Тааля говорит, не забывайте о снисходительности, не забывайте о хорошем, то, что было. То есть даже в такое время, когда ты разводишься, И почему Аллах Тааля именно примером этот аят, это правило приводит в аяте развода? Потому что брак, никах, это самая крепкая связь, самые крепкие узы. Потому что никах – это самые заветные узы. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «Вамин аятихи ан халяка лакум мин анфусикум азваджа». И из знамений Аллаха Субханаху ва Тааля, что Он создал из вас самих вам жену, лияскуну илейха, чтобы вы нашли в них успокоение, ваджа'аля байнакум маваддата ва рахма, и Он сделал между вами любовь и милость. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля — это самые близкие отношения. Это самые близкие отношения, которые у человека могут быть. Это самые крепкие узы. И когда вот эти крепкие узы, вот эти самые близкие узы разрываются, происходит таляк. Говорят же, чем выше будешь, тем больнее будет падать. Чем ближе ты с человеком был, чем лучше ты его знал, ближе, тем разрыв с ним будет больнее. То есть будет много какого-то негатива, много будет. Ты знал человека, ты его немножко знал как-то, и у вас какой-то конфликт вышел, вы разошлись. Вы просто разойдетесь, даже, может, друг другу вообще ничего не скажете, потому что вы друг друга даже не знали толком. Просто какая-то связь была, что-то вас объединило. А когда жена с мужем или два близких друга расстаются из-за какого-то конфликта, это происходит больно и некрасиво, возможно. Зачастую это происходит некрасиво. И Аллах Субханаху ва Тааля, то есть это правило Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля велит нам, кто был связан самыми заветными для людей узами брака, не забывать в буре эмоций, в буре вот этого гнева, в случае развода, о тех днях, которые они разделяли с друг другом. И далее это правило имеет
то есть импульс, который побуждает к великодушию. И Аллах Тааля говорит в этом же аяте: если только они не простят или не простит тот, в чьих руках брачное соглашение. То есть говорится в этом аяте о прощении. Говорится о том, чтобы человек мог видеть хорошее, чтобы человек был снисходителен даже в таких случаях. И все это с целью еще больше побудить к прощению, к тому, чтобы быть выше этого. И Аллах Субханаху ва Тааля во многих аятах говорит про прощение, чтобы وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, и прощение ближе к богобоязненности. Аллах Субханаху ва Тааля любит прощающих. Аллах Субханаху ва Тааля сам прощающий и любит прощающих. И человек он забывает, человек забывчив, человек забывает, то есть человек такой, что человек забывает хорошее, человек быстро забывает хорошее, что было. Возможно, это можно привести пример не только с женой, это можно привести пример своим каким-то бизнес-партнером, другом близким, соседом и так далее. Можно быстро найти какую-то причину для того, чтобы поссориться с человеком, для того, чтобы испортить с ним отношения, отрезать с ним отношения, но есть же и хорошее, что вас связывало. Есть и хорошее, что вас связывало, и поэтому Аллах Субханаху ва Тааля говорит: не забывайте. Аллах Субханаху ва Тааля настаивает на том, чтобы человек все же не забывал о снисходительности, то есть не пренебрегал ею, уделял ей должное внимание. И слова Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля в продолжении этого аята: воистину Аллах видит то, что вы совершаете, объясняет причину, по которой не следовало бы пренебрегать этим правилом, снисходительностью. Поясняет нам то, что это качество ведет к довольству Всевышнего Аллаха, ведь Он видит наши отношения и воздает за него. И какой бы ни была жизнь супругов, какой бы она ни была, что бы там ни происходило, всегда есть какие-то светлые, хорошие моменты. Светлые, хорошие моменты семейного счастья, спокойствия и так далее. И даже если так случилось, что этому браку, этим отношениям, этой дружбе суждено было распаться, то есть этой связи суждено было разорваться, то это не означает, что можно забыть, и человек должен забыть о тех хороших вещах, которые этот человек делал по отношению к тебе. Да, человек расстался, человек не общается с этим, то есть развелся, там, уволил кого-то и так далее, но не должно быть это, душевный разрыв не должен быть. И человек, когда проявляет снисходительность к другим людям, этот человек, у него появляется такое свойство, он начинает признавать свои ошибки. То, что он тоже ошибается. То, что когда ты по отношению к кому-то выражаешь свое недовольство, когда ты не прощаешь кого-то, то знай, что у тебя тоже есть какие-то недостатки, которые, возможно, твой друг, твоя жена видят, но закрывают на это глаза. И человек, который снисходителен, он понимает, что у него тоже есть ошибки, и он признает свои ошибки. И если бы это правило претворили в жизнь супруги, муж и жена, а также любой из нас во взаимоотношениях или общении с людьми, то люди бы жили в гармонии. Люди жили бы в гармонии. И Аллах Субханаху ва Тааля напоминает нам, что у нас может быть отношение с человеком, связывать что-то может, это не обязательно узы брака, это что-то другое тоже может быть. И вдруг случается какой-то раздор, разногласие, и этими словами Аллах также говорит: не забывай то благочестие, то хорошее, что было между вами.
10 лет, возможно, 20 лет, 30 лет. И человек, он 30 лет ты с кем-то дружил, жил, случаются какие-то события, и ты начинаешь, у тебя получается раздор с этим человеком, и ты забываешь вот эти 20-30 лет, которые ты провел с этим человеком, с которым ты дружил, жил. И Аллах Субханаху ва Тааля призывает к тому, что если двое в чем-то разногласят, разделились по причине мирского, чтобы они вспомнили прошлое, а потом принимали решение. То есть сначала, потому что человеком овладевает его гнев, и человек просто стирает в один миг все, что было. И Аллах Субханаху ва Тааля сначала призывает к тому, чтобы человек вспомнил все хорошее, что было связано с этим человеком, и потом только принимал решение. И примером можно привести из жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, из жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, жители Таифа выгнали из Таифа, он отправился в Мекку обратно. И что случилось? То есть у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не остались те, кто его поддерживал, да, основные, кто его поддерживал в Мекке, это был Абу Талиб и его жена Хадиджа. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся в Мекку, то его взял под покровительство под свое покровительство взял его человек по имени Аль-Мут'им ибн Ади. Человек по имени Мут'им ибн Ади взял посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, под покровительство. И этот человек, Мут'им ибн Ади, сказал своим детям защищать пророка. Он был мушриком, он не был мусульманином. Но было такое, что брали человека под защиту. То есть какой-то человек берет его под свою защиту, и все. Как бы если кто-то захочет его обидеть или что-то сделать с ним, то ему нужно будет иметь дело с этим человеком, который взял его под свою защиту. И Мут'им ибн Ади сказал своим сыновьям, чтобы они облачились в военные доспехи, и чтобы они защищали посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И когда эта весть дошла до курайшитов, они сказали, ты мужчина, чью защиту нельзя отменить. То есть они считались с этим человеком, с Мут'им ибн Ади. И Мут'им ибн Ади умер, будучи неверующим, будучи мушриком, язычником. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не забыл о его великодушии, о его вот этом поступке, и который совершил Мут'им ибн Ади по отношению к пророку. То есть он его взял в защиту в самое трудное время. Когда все курайшиты ополчились на пророка, Мут'им ибн Ади взял его под свою защиту. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, захотел выразить свою благодарность ему за это. И, как передается в сборнике имама Аль-Бухари, после завершения битвы при Бадре, это первая битва в исламе, когда мусульмане победили, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то есть была битва, мусульмане победили, и были сколько-то, то есть пленных. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мусульмане взяли пленных язычников, курайшитов. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тогда сказал, если бы Мут'им ибн Ади был жив и обратился ко мне с ходатайством за этих людей, за вот этих мушриков, которые пришли убивать сподвижников, я бы обязательно отпустил их ради него. То есть человек Мут'им ибн Ади был мушриком, он не принял ислам, он не стал мусульманином, но он в свое время помог пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Когда было трудно пророку, он взял его под свою защиту, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спустя годы, когда мусульмане победили, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не забыл о его поступке, хотя Мут'им ибн Ади уже умер был. И он вспомнил о нем и сказал,
клянусь Аллахом, если бы Мут'им ибн Ади был жив и подошел бы сейчас ко мне и попросил бы, чтобы я всех этих пленных отпустил, я бы отпустил их ради него. И это воплощение этого аята в жизнь. Это Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, показал применение этого аята в жизни. И он сказал: не забывайте о предпочтении по отношению друг к другу. Не забывайте, Аллах Субхану ва Тааля сказал, не забывайте о тех хороших моментах, которые были между вами. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что он произнес такие слова. И это нам показывает, насколько, то есть мы должны обращать внимание. У нас часто случаются какие-то разногласия с каким-то человеком, будь это в бизнесе, будь это в каких-то вопросах бытовых, с родственниками, с соседями, с женой и так далее. Разве нету между вами чего-то хорошего, что можно вспомнить? И Аллахе, если посадить жену с мужем, которые пришли разводиться, оба злые, против друг друга, нацелены против друг друга, пришли разводиться, не хотят больше друг друга видеть. Если их посадить и сказать им: вот вам бумажка, напишите все хорошее, что было в вашей жизни. Или просто начните вспоминать свою совместную жизнь сначала, вот как вы познакомились, как у вас был никах, как прошел первый ваш год совместной жизни и так далее. И вспоминайте свою жизнь, все хорошее, что в нем было. Я уверен, что они не встанут, кроме как примирившись. То есть они примирятся, если начнут вот так делать. Если они будут вспоминать все хорошее, что было между ними, они примирятся. И приводится история одного кадия, судьи, который рассказывает, что однажды обратились муж с женой, пришли, и начали обвинять друг друга, разногласили между друг другом, их разногласия затянулись, злоба накапливалась, и они обратились к кадию, к судье. Каждый из них обвинял другого в плохом сожительстве, что вот он или она плохо относится, и требовал соблюдения своих прав. И жена настаивала на разводе, этот кади рассказывает судья, с условием, что дети останутся с ней без содержания, но она их содержать не будет. Дети остаются с ней, но она их содержать не будет. И после того, как кади изучил их вопрос, он убедился в том, он рассказывает, я убедился в том, что разрешить эту проблему в таком положении нельзя. И я решил прибегнуть к однократному разводу, дал им развод, то есть сказал, что вы разведены однократно. Таляк раджи'и, то есть с возвратом, но один таляк. И он предложил им это, и они, не сомневаясь, сразу же согласились, потому что это была их цель. И муж дал жене первый развод. После этого он говорит, я напомнил им о любви, милосердии и детях, закончив свое наставление словами Аллаха, который говорит, не забывайте о снисходительности по отношению друг к другу. И говорит, я увидел, как эти слова повлияли на них, и муж сказал, если речь идет о любви, милосердии и детях, то я отказываюсь от своих прав в отношении и готов содержать своих детей, пока они будут под ее опекой. То есть, он говорит, я отказываюсь от своих прав. Какие у меня там права есть, неважно, я буду обеспечивать их, смотреть их. А жена сказала в ответ на это, что отказывается от отсроченной части брачного дара. То есть был махр, но муж еще не выплатил был махр, он был отсрочен. И жена сказала, что я отказываюсь от него, не нужно его платить. То есть каждый отказался от своего права, уступил. А изначальный конфликт с чего начинался? То, что они обвиняли друг друга, после каждой стычки возникали споры. И жена угрожала все время, что она сейчас уйдет, она уйдет домой к своим родителям, а муж запрещал ей что-либо делать, и он запрещал ей ничего, то есть запретил ей все брать что-либо из дома. Но после этого все изменилось. Этот судья рассказывает, что все изменилось. Муж сказал, вот тебе ключи от дома, возьми все, что хочешь, и оставь то, что не желаешь. И эта ситуация показывает, как эти люди,
Они развелись, но они это сделали правильно и красиво. У них вот осталось благочестие, осталась снисходительность по отношению друг к другу. Когда у нас говорят о разводе, сразу как бы это представляется неким конфликтом, это некая ссора, это крики, это плач и так далее. Но если даже было суждено, предписано Аллахом, что человек разводит свою жену, то нужно это делать правильно и красиво, и не забывать о снисходительности по отношению друг к другу. Также касается друзей, также касается и твоих работников, которые у тебя работали, возможно, 10, 20, 30 лет, но вот сейчас что-то случилось и немножко косячить начали, испортились, что-то не так пошло, у тебя конфликт с ними. Даже если тебе так случилось, что ты их увольняешь, человек должен делать это красиво и подходить к этому с снисходительностью. Правильно. Вспомни о тех годах, которые он тебя проработал. Хорошие моменты вспомни с этим человеком. И после этого тоже не должна оставаться вражды. Не должна оставаться вражда между людьми. И поэтому это правило, во-первых, призывает нас к тому, чтобы мы не забывали хорошее, что было связанное с каким-либо человеком. И чтобы мы, когда что-либо делали, то есть какое-то решение принимали, пусть это будет даже разрыв отношений, чтобы после этого не было ненависти, чтобы после этого не было какой-то вражды, чтобы была снисходительность, милосердие, и чтобы люди оставались в хорошем отношении друг к другу. И слова имама Шафи'и приводятся, он говорит: благородный человек – это тот, кто бережет мгновение любви и поддерживает его словом. То есть человек, который всегда поддерживает хорошее. И в религии, тут важно понять одну вещь, вот с этого правила оно тоже выходит. Вот смотрите, Аллах Субханаху ва Тааля сказал до этого правила, он говорил о махр, о брачном даре, подарке, который дается женщине, да? И он сказал, что если вы разводитесь с ними, но и не прикоснулись к ним, то половину отдаете, а половина вам остается. Это что? Это справедливость. Это справедливо, это законно. Законно, вот, например, ты женился, был махр 100 тысяч рублей. И случилось так, что ты развелся с женой в итоге через день, через два, например, да? И получается, половина махра у нее остается, половина у тебя, вот этой суммы. Это что? Это справедливость. Но Аллах Тааля не ограничил справедливостью только. То есть, если бы каждый человек в этом мире, если какой-либо человек в этом мире требовал бы везде свои права, соблюдение своих прав, везде, да, и во всем. То есть, вот это мое право, это твое, все. Мне твое не надо, и я свое тебе тоже не отдам. Все, только все по правам. Вот это твое право, это мое право. То этот человек бы через некоторое время остался бы один. Один остался бы. Если он не будет где-то прощать иногда, если он не будет иногда на что-то закрывать глаза, если что-то он иногда не будет видеть, то если человек всегда будет вот так вот строго смотреть, это мое право, я на это имею право, так, это твое, вот все время, если человек вот так будет, то этот человек через какое-то время один останется. Поэтому нужно где-то закрывать глаза. И справедливость – это вот это, да? Вот это справедливость. Но Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Ваан та'фу акрабу литтаква». Если вы будете прощать, то это ближе к богобоязненности. Прости свое право, отступи от своего права, не бери свое право, оставь. И это будет ближе к богобоязненности, если это станет причиной примирения, и если ваши отношения между собой останутся хорошими. То есть справедливость – это одно. А когда человек уступает свои права или дает человеку больше, чем ему
предписано, то есть половина же была ей, половину тебе, а ты говоришь, вторую половину тоже забирай. Вот это и есть таква, богобоязненность. И это было в имущественном плане. Также и в других планах. Тебе какие-то права не соблюдаются. Прости, оставь. И Аллах Субханаху ва Тааля заменит тебе это в судный день в чаше твоих весов. Заменит. Когда тебе нужно будет очень. Аллах Субханаху ва Тааля за это твое прощение, за то, что ты отступил, за то, что ты отдал свое право, Аллах Субханаху ва Тааля заменит тебе лучше. Сейчас много говорят, это твое право, ты должен так, это твои права не соблюдаются здесь, твои права здесь не соблюдаются, он должен так делать, она должна так делать. И все хотят в жесткие рамки, вот это твое право, это мое право. Нет, Аллах Субханаху ва Тааля не призывает, Аллах Тааля призывает к лучшему, что Аллах Субханаху ва Тааля призывает к тому, что лучше этого. Будьте снисходительны, прощайте. Вот что выходит из этого правила. И поэтому где-то нужно уступать, где-то нужно прощать. И Аллах Субханаху ва Тааля заменит лучшим. И тогда взаимоотношения между людьми останутся. Тогда будет милость по отношению друг к другу. Тогда будет милосердие по отношению друг к другу. И поэтому даже в каких-то трудных ситуациях, когда происходят какие-то трудные ситуации, вспомни, что было хорошее, связанное с этим. Вспомни, много хорошего можно найти. Но человек забывает хорошее быстро. А плохой человек, он помнит очень долго, может через 10 лет даже вспомнить что-то, что случилось плохое там с этим человеком, в отношениях с этим человеком. Но нужно вспомнить хорошее. И шайтан, он делает так, что человек забывает. И шайтан акцентирует человека на вот этой проблеме. А шайтан акцентирует человека на вот этом каком-то раздоре, споре и преувеличивает его, приукрашивает его. Поэтому каждый раз, когда человек будет делать какой-то вывод, когда человек будет принимать какое-то решение, он должен принимать это после того, как уйдет от него гнев, после того, как он остынет. И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля побуждает этим правилам снисходительных людей идти навстречу бедным. Например, у тебя заняли деньги. Твое право, чтобы эти деньги вернули в срок, правильно? Занял на год человек, и твое право. Но ты, видя ситуацию этого человека, что у него затруднительная ситуация, что у него трудности какие-то появились, ты можешь отсрочить ему еще на больше. Или простить его. И Аллах Субханаху ва Тааля вернет тебе больше. Вернет тебе лучше. А можно не простить его и сказать, год прошел, завтра 365 дней проходит, ты должен мне завтра всю сумму отдать. Он не сможет отдать, и что получится? Конфликт выйдет, вы поссоритесь, и, возможно, даже больше не будете общаться. Простой пример просто, да, в долгах. И все, человек разрушит отношения с человеком, возможно, с которым был знаком, возможно, с которым имел дело многие годы, помогали друг другу когда-то, но из-за вот этого конфликта ты с ним рвешь отношения. То есть отношения ухудшаются из-за этого. Но ты можешь проявить снисходительность и дать ему отсрочку. И мы просим Аллаха Субханаху ва Тааля приблизить нас к самым благородным нравам и поступкам, ведь поистине наставить нас может только Он. Мы также просим у Аллаха Субханаху ва Тааля защиты от дурных нравов, ведь поистине только Он может защитить нас от них. И пусть каждый, когда у него появляются какие-то такие подобные ситуации, конфликты, разногласия, они могут происходить очень часто, пусть каждый прибегнет к этому правилу и будет снисходителен. Вспомни все хорошее, что у тебя связано с этим человеком. Доброе, хорошее.
И тот человек увидит, что ты к нему снисходителен, добр, и поменяет свое отношение, поменяет себя. И тебе будет проще и легче. И это будет ближе к богобоязненности. И Аллах Субханаху ва Тааля в конце аята что сказал? «Валлаху инна Аллаха бима та'амалуна басир». И поясни, Аллах Субханаху ва Тааля видит то, что вы совершаете. Аллах Тааля видит то, что вы совершаете. Аллах Тааля видит то, что вы совершали. Все хорошее, что вы совершали до этого по отношению друг к другу, Аллах Тааля это видел. И Аллах Тааля видит то, что вашу снисходительность, которую вы будете совершать. И Аллах Тааля воздаст. Аллах Субханаху ва Тааля воздаст в зависимости от этой снисходительности, в зависимости от ваших поступков, которые вы совершили. И мы можем вспомнить хадисы, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, по отношению мусульманина к своему брату. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал мусульманину разрывать свои отношения больше, чем на 3 дня, не разговаривая со своим братом. Если посмотреть отношение к соседу, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал? «Ман кана ю'мину билляхи валь яумил ахири». То есть, кто верует в Аллаха и в судный день, пусть хорошо относится фальюхсин иля джарихи, пусть хорошо относится к своему соседу. Сосед может плохой, сосед может злой все время на тебя, сосед может все время что-то делает, то, что тебе не нравится. Но это не значит, что ты должен также отвечать ему, ты должен быть снисходительным. Ты должен все равно поддерживать отношения, потому что есть права соседа, и про которые посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал также, что если бы, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, я подумал, что уже сосед унаследует мое имущество. Почему? Потому что Джибраиль, алейхиссалям, ангел Джибраиль настолько много мне говорил о соседе. И также взаимоотношения с женой, с детьми и так далее. И пусть Аллах Субханаху ва Тааля поможет нам воплотить эти правила в жизнь. И пусть Аллах Субханаху ва Тааля смягчит наши сердца, даст нам понимание Его религии и введет нас в райские сады. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейхи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.